Продолжает наш эфир выпуск новостей. В студии Сергей Михедов. Здравствуйте. Вот основные темы. Готовь сани летом. В Якутии начали подготовку к пожароопасному сезону. Мирнинский районный ковидный центр теперь обслуживает пациентов только северных районов. Озвучим каких. Таланты и умения, красота и изящество в этот вечер слились воедино. В Москве подвели итоги конкурса «Мисс и мистер студенчества России». В Якутии готовятся к пожароопасному сезону следующего года. Сегодня власти республики работают над планом мероприятий по охране лесов, которые до конца года утвердят у главы региона Айсена Николаева. С проектом плана на рабочем совещании ознакомился Дмитрий Садовников. Первый вице-премьер республики заслушал предложения отраслевых ведомств и поставил задачи по доработке документа. Так, муниципалитеты должны предусмотреть в местных бюджетах средства на прокладку или обновление минерализованных полос и противопожарных разрывов, а региональные ведомства сформировать схему базирования воздушных судов, занятых в тушении огня, разработать маршрут авиационного и наземного патрулирования. Далее к эпидобстановке. 263 человека заразились коронавирусом в Якутии за минувшие сутки. Из них в Якутске 116 заболевших. В Мирнинском районе 21, в Нерюнгринском 18, в Молданском и Хангаласском районах по 12 случаев заболевания. В Ленском районе 11. Еще в 20 районах республики от 1 до 9 заражений. Почти 4000 проб на ковид исследовали за сутки лаборатории региона. По Российской Федерации мы находимся в 15 первых субъектах Российской Федерации по первой вакцине и по второй вакцине. Примерно в этой же категории граждан по Дальнему Востоку выглядим также не самыми худшими, вторыми по количеству и по процентовке от получивших вакцину. Но мы понимаем, что очень важно, чтобы сегодня в каждом населенном пункте как можно больше было провакцинировано людей. Необходимо обратить внимание и поблагодарить ряд глав муниципальных образований. Особенно я бы сегодня хотела выделить главу Хангаласского улуса Олега Валерьевича Еринеева, у которого уже в 8 муниципальных образованиях практически провакцинировано все взрослое население. Мирнинский районный ковидный центр теперь обслуживает пациентов только северных районов Якутии. Это Оленёкский, Анабарский и Мирнинский. Так распорядился республиканский Минздрав. Напомним, с прошлого года к Мирнинскому ковидному отделению относились и вилюйские группы улусов. Сейчас их поликлиники справляются с количеством заболевших самостоятельно. Оборудования хватает. Иная ситуация в Оленёкском и Анабарском отделениях терапии. Оленёкская и Анабарская районные больницы, у них нет КТ-аппаратов, у них недостаточно лабораторной диагностики. Поэтому, когда поступает оттуда уже информация, то, что у них обнаружился ковидный пациент, более тяжелый, который нуждается именно в стационарном лечении, у нас санитарная авиация без никаких разговоров, мы уже летаем туда и забираем этих пациентов. К другим темам. В Ленске переселяют граждан из аварийных домов. Город лидирует среди всех региональных участников нацпроекта «Жилье и городская среда». Подробности у Анны Кожевниковой. Совершенно новый современный квартал появился на въезде в Ленск. Здесь за годы реализации программы переселения из ветхого и аварийного жилья выросло несколько высоток. Всего в целом построено 8 домов, 2 будет сдано в ближайшее время. Также появился новый детский сад, один из самых показательных в республике. На следующий год здесь проложат асфальтированную дорогу, которая станет продолжением улицы Якутской. Развитая инфраструктура, близость к центру и, конечно же, комфортабельные квартиры. Не это ли главное для новоселов? Именно они самые требовательные критики, но для людей, проживших большую часть жизни в захолустных районах города, переехать в центр – счастье. В новом квартале в скором времени появится еще 2 дома. Застройщиком выступает республиканское ипотечное агентство. Это их первый проект в Ленске. Пока все идет по плану. Здесь будет 132-квартирный 8-этажный дом и 68-квартирный. Срок сдачи – октябрь 2022 года. Этап 23-24 года суммарно составляет половину от всего аварийного жилфонда, который у нас признан таковым.
То есть это порядка 55 тысяч квадратных метров. 17 ноября совещание при главе республики, где мы обозначили эту проблему и попросили, скажем так, перенести часть объемов с 23-24 года на 22 год. Это необходимо, чтобы успеть построить дома. 2 новеньких высотки на 168 квартир буквально за лето появились в районе центральной больницы. Их, как и большинство домов по программе переселения, возводит известная в Ленске строительная компания «Три семерки». По этапу 2021 года должны расселить 570 жилых помещений. По этапу 2020 из 297 в квартиры в новостройках заедет 194 семьи, а компенсацию уже получили 103. За аварийное жилье стоимость квадратного метра не выше 52 тысяч рублей, тогда как стоимость нового около 89 тысяч за квадрат. То есть жилье, которое получают люди в новом доме, оно стоит гораздо, конечно, выше, чем вторичное жилье, которое можно будет купить на выплату компенсации. Мы готовим мониторинг и проводим мониторинг уже 2023 года о необходимости освобождения новых площадок. Благоустройство у нас на сегодня возможно для многоэтажных домов только в центре города, поскольку есть центральная котельная, она обеспечивает круглогодичное снабжение холодной и горячей водой, централизованное водоотведение. Ближайшая стройка развернется в границах улиц Нюйская и Пролетарская за пищепромом и в районе центральной котельной, магазина «Дед Мороз» и МФЦ. Центр города в скором времени будет изменен до неузнаваемости. Сегодня Ленск работает на опережение по программе переселения и занимает лидирующие позиции в Якутии. Хочется, чтобы так было и в дальнейшем. Анна Кожевникова, Виталий Андреев, Ленск. Строительство Арктического центра культуры и эпоса – важный шаг в развитии культуры региона. Такую мысль выразил в интервью нашему каналу художественный руководитель цеха театра, советник главы республики Андрей Борисов. Напомним, строительство центра поддержал во время своего визита в регион и симфонический оркестр Мариинского театра в лице маэстро Валерия Гергиева. По словам Андрея Борисова, маэстро смог четко подметить, говоря о том, что Арктический центр в Якутии сможет стать одним из важных кластеров по развитию культуры в Арктике. Кроме того, по словам Борисова, Якутский арктический центр должен стать доминирующим культурным объектом, объединяющим районные центры культуры, а также тесно работать с Российским севером и другими арктическими странами. Недавно глава республики Арсений Сергеевич Николаев дал поручение Министерству культуры и Институту культурного развития о том, что мы создали сеть домов Аланхо. Касается Арктический центр, казалось бы, в городе Якутске, но в Арктический центр построен и главным архитектурным доминантом становится 3 урасы. В этих 3 урасах будет находиться и театр, и эпический центр, и так далее. Так. И получается, что в наших селах построено более 30 таких купольные дома. То есть вот эти купольные дома превращают в систему домов Аланхо, они будут взаимодействовать с Арктическим центром. То есть это строится для всех улусов, для всей республики строится. И вот это заметил, конечно же, маэстро Гергиев и очень-очень приветствовал наш объект. А благодаря реализации проекта «Пушкинская карта» в Якутии учреждения культуры заработали более 3 миллионов рублей. Напомним, данный проект начал работать в республике с сентября этого года. В число участников программы вошли театры, музеи и другие учреждения культуры. Лидерами данной программы стали в столице региона театр оперы и балета, Русский драмтеатр и Национальный художественный музей. Напомним, цель проекта «Пушкинская карта» – приобщение молодежи к культуре. И могут воспользоваться молодые люди от 14 до 22 лет. Необходимо оформить виртуальную карту Почта банка, куда после регистрации через госуслуги будет поступать 3000 рублей. Эти деньги можно потратить только в музеях, библиотеках, концертных залах и театрах. Идем далее. Республиканская школа Олимпийского резерва по лыжному спорту в Алдане получила инвентарь на сумму 3 миллиона 200 тысяч рублей по нацпроекту «Демография». Это позволило значительно увеличить количество лыжников, занимающихся по программе спортподготовки. Отмечается, что новые лыжероллеры и лыжные комплекты получили юные спортсмены. Отметим, что в рамках федерального проекта «Спорт. Норма жизни» нацпроекта «Демография» между Минспорта России и правительством Якутии подписано 4 дополнительных соглашения о реализации мероприятий до 2023 года.
В Москве подвели итоги 15-го всероссийского конкурса интеллекта, творчества и спорта «Мисс и мистер студенчества России». Якутию представили сразу два студента СВФУ – Аина Спиридонова и Рустам Мубакаров. Как прошел завершающий этап конкурса, каких результатов достигли наши ребята? Об этом в материале Айсены Бурнашовой. И даже яркий блеск софитов не сравнится с блеском глаз участников. Настал самый волнительный этап финал конкурса. На сцене встретились лучшие студенты из 40 субъектов России. Якутия выступила под символичным номером 14. Номер 14. Аина Спиридонова, Республика Саха-Якутия. Северо-Восточный федеральный университет имени Амосова. Аина – будущий филолог, учится на 4-м курсе СВФУ имени Амосова. Помимо учебы, девушка также преуспевает в танце, пении и моделинге. Желание расти и развиваться с азартом браться за все новое привели на конкурс и якутянина, спортсмена Рустама Мубакарова. Иногда подрабатываю диктором, работаю тренером по кроссфиту, в кроссфит ИКТ, и также тренером по фитнесу по совместительству. И учусь. Не нужно стоять на месте, нужно развиваться во всех направлениях, и поэтому я здесь. Решительным и образованным, сильным и харизматичным видят студента-победителя члены жюри. До финала у ребят уже прошли сначала региональные отборы, затем 5 конкурсных дней в столице. В портфолио участников вошли видеовизитки, эссе, сдача теста на знание истории России и даже выполнение норм ГТО. Мисс и мистер студенчества должны обладать красотой не просто внешней, но и внутренней. Поэтому в программу финала, помимо выходов национальных и вечерних нарядов, также вошли и показы творческих номеров. Таланты и умения, красота и изящество в этот вечер слились воедино. Выступления участников стали решающими в подведении итогов. Якутяне вошли в топ лучших. Аина Спиридонова стала обладательницей сразу 2 титулов – «Мисс Грации» и первой вице-мисс студенчества России. Рустаму Мубакарову присудили звание мистера спорта. Из-за того, что я из Института физической культуры и спорта, для меня это очень важная награда. Если бы я ее не взял, то, наверное, было бы не очень приятно возвращаться без такого титула домой. Сейчас меня переполняют эмоции. И, не знаю, я очень счастлива. Это вообще мой первый конкурс. И поэтому моему удивлению нет предела. Конкурс проводится в стране уже в 15-й раз. В разные годы финалы проходили в Ставрополье, Иваново и Челябинске. С перспективой на будущее организаторы отмечают и Якутию. Я абсолютно не исключаю факт того, что мы один из финалов этого прекрасного, красивого конкурса проведем в Якутске. Прекрасный город. И я думаю, что для этого все есть необходимое у республики принять один из очередных финалов. Айсена Бурнашова, Джур Березкин, Москва. К этому часу это все новости. Оставайтесь на нашем канале.